Подробный репортаж заседания постоянно действующего межведомственного штаба и активистов Горно-Бадахшанской автономной области. В Горно-Бадахшанской автономной области состоялось собрание активистов с участием председателя Комитета по государственной безопасности Республики Таджикистан Саидмумин Ятимова и генеральным прокурором Республики Таджикистан Рахмон Юсуф Ахмадзод, где была подытожена деятельность межведомственного штаба службы обеспечения безопасности в области за месяц. С целью претворения в жизнь поручений и наставлений лидера нации, основоположника мира и национального единства президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в ходе встречи с активистами и руководителями Бадахшанской области от 15 сентября 2018 года в городе Хароге был создан межведомственный постоянно действующий штаб службы обеспечения безопасности в области, который в течение одного месяца провел серьезные мероприятия в этом направлении. Об этом сказал исполняющий обязанности председателя Горно-Бадахшанской автономной области Йодгор Файзов. Отмечая постоянную поддержку лидера нации по устойчивому социально-экономическому развитию области, председатель Комитета по государственной безопасности Республики Таджикистан Саидмумин Ятимов подчеркнул, что основой процветания республики является мир и покой. Было подчеркнуто, что именно благодаря неустанным круглосуточным усилиям и стараниям исторической личности, основоположника мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, была объединена таджикская нация, которая впоследствии гражданской войны была разобщена. Именно благодаря стараниям лидера нации был установлен мир и безопасность в этой многострадальной стране. Все это свидетельствует о том, что совесть и силу характера лидер нации ставит выше собственных интересов во имя социально-экономического развития страны. Как было отмечено, каждая поездка главы государства в регионы несет за собой позитивные преобразования. В том числе в нынешней поездке президента в Горно-Бадахшанскую автономную область с его участием был сдан в эксплуатацию ряд социально значимых объектов, в том числе малая ГЭС Мургаби. В общей сложности были сданы 20 объектов на общую сумму более 800 миллионов сомани из разных источников финансирования. И это свидетельствует о заботе лидера нации об этом отдаленном горном регионе. Отмечая планирование проведения 28-й годовщины независимости Республики Таджикистан в областном центре Горно-Бадахшанской автономной области в городе Хароге, председатель Госкомитета по безопасности Саидмумин Ятимов подчеркнул, что эта инициатива является еще одним доказательством уважения президента к жителям области. И это вдохновляет каждого жителя области приложить все усилия для достойной встречи государственного важного мероприятия и внести свою лепту в это дело. А также к 30-летию независимости страны сдать в эксплуатацию около 90 объектов на сумму более 2 миллиардов сомани. Была также выражена обеспокоенность, что не все жители региона на эти инициативы и заботы главы государства отвечают искренностью и преданностью. Преступные действия со стороны части молодежи, как, например, незаконное хранение оружия, незаконный оборот наркотиков, были названы основными проблемами. Будущее нации, по словам присутствующих, зависит от уровня образованности, воспитанности и мировоззрения молодежи. Также было подчеркнуто, что объединенные преступные группировки в регионе отрицательно влияют на молодежь. Прислушиваясь к рекомендациям этих группировок, они идут на преступления. Хотя в большинстве жителей области отличаются гостеприимством и искренностью, но отдельные случаи с молодыми людьми, совершающими преступления, в том числе незаконное хранение оружия, незаконный оборот наркотиков, ложатся черным пятном на репутацию области. По словам Ятимова, такие поступки очерняют жителей области как внутри страны, так и за ее пределами. Такие правонарушения препятствуют развитию региона и отбрасывают его на десятилетия назад. Благодаря усилиям президента к началу 2000-х годов такие преступные группировки были ликвидированы во всех регионах республики и были созданы условия для созидательной деятельности. К сожалению, в Горно-Бадахшанской автономной области влияние этих группировок порой выше авторитета государственной власти. И это результат халатности и безответственности местных руководителей. Эти горе-чиновники вводят в действие свои законы при распределении земель, призыве на службу новобранцев, и это наносит ущерб и негативно влияет на местное сообщество. Больше всего деятельность таких группировок с участием многих молодых людей ощущается в городе Хароге, в Шугнанском, Рашкалинском и Рушанском районах. С учетом выполнения поручений главы государства по обеспечению закона в Горно-Бадахшанской автономной области и в основном городе Хароге, отныне лица, совершившие преступления, будут привлечены к уголовному наказанию согласно действующим законам Республики Таджикистан. Так как никто не имеет права нарушить мир и безопасность, которые были достигнуты ценой непрерывных усилий лидера нации. Было с удовлетворением отмечено, что в течение одного отчетного месяца со стороны организованных группировок были сданы в межведомственный постоянно действующий штаб 183 единицы оружия и боеприпасов. Также следует отметить добровольную явку лиц, находящихся в розыске.
Эти действия свидетельствуют о том, что в целом выполнение поручений главы государства по обеспечению верховенства закона со стороны жителей области получило всестороннюю поддержку. Было отмечено, что присутствие и деятельность межведомственного штаба по обеспечению верховенства закона в городе Хароге не должно волновать мирных жителей, так как они действуют на территории государства согласно установленным законам. И имеет полное право в регионах и в необходимых моментах проводить мероприятия по наведению общественного порядка, и это отличается от военных действий. Было подчеркнуто, что отныне руководители областей, городов, районов и другие ответственные структуры, от которых зависит обеспечение верховенства закона, должны более серьезно ощущать ответственность и создавать благоприятные условия для созидательных работ. Необходимо отметить, что согласно поручениям и наставлениям основоположника мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в ходе встречи с активистами Горно-Бадахшанской автономной области правоохранительные органы, в том числе Генеральная прокуратура Республики Таджикистан, обязались провести необходимые мероприятия и в кратчайшие сроки устранить существующие недостатки для урегулирования общественного порядка и верховенства закона в городах и районах области. Уважаемый председатель области и присутствующие, мы сегодня, благодаря усилиям, самоотверженности, непреклонной политической воле, беспрерывному труду исторической личности, основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, достигли реальной основы для развития всех социально-экономических сфер страны. Безопасность граждан на сегодняшний день и их потребности в полной мере обеспечивается предоставлением конституционного права сообщества. Естественно, мира и стабильности в стране было нелегко достичь. Благодаря риску и мужественной политике основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, наша страна, пережив нелегкую военную ситуацию, достигла огромных результатов. Эта личность в истории таджикского народа путем огромных трудов, героизма и самоотверженности он принес мир и стабильность таджикской нации. Он вывел из пламени войны ту страну, у которой не было надежды на будущее, и подарил надежду заново на дальнейшее светлое развитие. Это мужественная инициатива, единая среди миллионов таджиков. Это качество, они являются великим качеством политического лидера среди народов. С того дня, как состоялась очередная поездка основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в Бадахшанскую область, прошел месяц. Все мы были свидетелями того, что в этой поездке глава государства в Мургабском районе дал старт в эксплуатацию крупнейшим предприятиям, в частности, предприятию по переработке минералов и ГЭС «Таджикистан». Кроме того, в городе Харог, Рашкалинском, Шугнанском, Дарвазском и Ванчском районах были введены в строй множество объектов различного назначения. Каждый из жителей области должен почитать все эти труды и инициативы нашего руководителя, который в течение 5 последующих лет путем созидательных работ смог преобразовать облик области в целом. В пустынной окрестности месторождения героя таджикского народа Шириншоха Шотемура был возведен центр Шугнанского района. Дорогие соотечественники, в зависимости от чрезвычайных ситуаций, высокого уровня преступности и деятельности организованных преступных групп, глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, поставил конкретные цели перед правоохранительными органами и структурными подразделениями. Несмотря на развитие структур деятельности в области, включая людские ресурсы, к сожалению, мало важным является уделение внимания подрастающему и молодому поколению, которые являются уязвимыми. В результате неосознаваемых действий в городе Харог определенная часть молодежи и подростков стала источником преступлений, таких как незаконное хранение оружия, незаконный оборот наркотиков и других, которые создают напряженную обстановку. Хочу подчеркнуть, что будущее нации во многом зависит от образованности, широкого мировоззрения и воспитанности молодого поколения. Хочу также отметить, что руководители и члены организованных преступных группировок оказывают отрицательное влияние на молодежь и сбивают ее с пути. Именно при подстрекательстве и поддержке этих лиц молодые люди вовлекаются в незаконные действия. Мы гордимся благородными жителями Бадахшанской области, хотя большинство жителей области славятся своей образованностью, искренностью, гостеприимством и трудолюбием, любовью к благоустройству, градостроительству, сооружению новых современных инфраструктур. К сожалению, поведение отдельных лиц своими неблаговидными поступками, такими как незаконный оборот наркотиков и оружия, несоблюдение действующих законов республики, ложатся черным пятном на облик этого горного края. Хочу отметить, что подобные действия становятся преградой для развития и продвижения региона, затягивают его развитие на десятилетия.
Если в 1985 году организация ЮНЕСКО в своем ежегодном отчете отмечала, что таджикский народ славится как просветленная нация из числа населения Бадахшанской области, то на сегодняшний день путем оборота наркотических веществ, незаконного использования холодного оружия имидж области стоит под угрозой на международном пространстве. Уважаемые участники заседания, те преступные группировки, которые сложились за 26 лет, до сих пор существуют. Когда правоохранительные органы и исполнительные органы государственных властей называют данные группировки преступными, то отрицательная сторона принимает это с неудовлетворенностью. Хочу осведомить вас, присутствующих, об этих группировках и хочу знать в дальнейшем ваше мнение о них. В рамках закона об организованных преступных группировках, принятых от 15 марта 2016 года, закон утверждает, это не мои слова, слова закона, что организованные преступные группировки, привыкшие совершать несколько преступлений, являются основанием для создания более серьезного, особо тяжкого преступления. К сожалению, в Бадахшанской области остатки таких группировок еще сохранились, и порой некоторые из них часто пользуются большим влиянием, чем руководители местных исполнительных органов, что свидетельствует о безответственности и самоустранении государственных служащих и других ответственных лиц. В городе Харок действует порядка 6 преступных группировок или же преступных ассоциаций. Их деятельность полностью соответствует признакам, которые были установлены законом, и вы это сами слышали. Эти 6 преступных группировок имеют свое руководство, снабжающее и защищающее, имеют исполнителя преступных действий, распределителя оружия и взрывчатых веществ, собираются в определенных местах, в частности развлекательных заведениях, ресторанах. Кроме коммуникационных связей, также имеют знаки общения между собой, получают указания и выполняют их. То, что вы сейчас предполагаете, уверяю вас, на самом деле это действует. Если кто против, я не возражаю. Излагайте свое мнение, пожалуйста. Хочу заверить вас, что главари этих группировок во время раздела земельных участков среди населения, военного призыва и в других случаях беспрепятственно устанавливают свои неписанные законы, что еще раз доказывает их разнузданность и безнаказанность. Влияние подобных группировок особенно ощущается в городе Хароге, Шугнанском, Рушанском и Рушкалинском районах, где они вовлекли в свои ряды большое число молодых людей. Я со всей ответственностью могу сказать, что все эти группировки действуют от необразованности и хочу подчеркнуть, что в дальнейшем лица, совершившие преступные деяния, будут привлекаться к ответственности по всей строгости действующих законов, так как никто не имеет права ради своих корыстных целей подвергать опасности мир и спокойствие в стране. В случае выхода их из преступных группировок будут предъявлены по мере возможности привилегии. Это прежде всего должны осознать молодежь и их родственники. Хочу отметить, что непредвиденные ситуации в городе Хароге до сих пор ощутимы. За 9 месяцев текущего года в области были выявлены 450 преступных действий, из которых 26 являются особо тяжкими преступлениями, и 143 преступления связаны с нанесением ущерба здоровью государственных лиц. Это незаконное также хранение оружия, оборот наркотиков, хулиганство, грабеж и мошенничество. Из всех вышеуказанных преступлений 35% относятся к городу Харогу. Хочу отметить, что 342 человека имеют дело в этих преступных группировках. В общей сложности в одном из малых окрестностях 154 человека состоят в розыске. В данном контексте, начиная с 1992 года, по сей день не раскрыты почти 1282 преступления. Некоторые люди в бегстве, другие в розыске. Вы можете представить 31 преступника, совершивших убийство. Они состоят сегодня в бегстве. Из них 67 человек обвиняются в хулиганстве, 40 человек в обороте с наркотическими веществами, 17 человек в кражах. Некоторые преступления совершаются лидерами и заговорщиками организованных преступных групп. В результате интенсивных боевых действий в течение периода с 2011 по 2018 годы было задержано 163 преступника из числа членов организованных преступных групп, совершивших серьезные уголовные преступления. Я перечислю цифры и прошу вас быть внимательными и бдительными. В 2011 году были задержаны 2 преступника, в 2012 году 6, в 2013 13 человек, в 2014 году 17, с 2015 года 18, в 2016 году 46 человек и 36 человек из этих групп были задержаны в 2017. По приговору Высшего суда организаторам и членам преступных группировок были выявлены и даны наказания от 1 до 21 года лишения свободы. За 25 последующих лет у местных жителей были конфискованы от 5 до 1500 тысяч холодного оружия. Могу сказать, что товарооборот незаконного вида оружия год за годом увеличивается, что приводит к негативным последствиям в регионе.
Если в 2013 году со стороны представителей правоохранительных органов были конфискованы 171 единица холодного оружия, то в 2014 году показатель достиг 300, в 2015 году 301. За 9 месяцев 2018 года показатель почти достиг 300 единиц. Этого года в городе Хароги был образован постоянно действующий межведомственный штаб органов безопасности, который в течение месяца осуществлял ряд серьезных практических мер в этом направлении. Теперь прошу вашего внимания к работе действующего органа за месяц. Со стороны действующего межведомственного штаба органов безопасности до сегодняшнего дня были сданы 178 стволов и боеприпасов, в том числе 75 автоматов Калашникова, 3 пулемета Калашникова, гранатомет, 1 боеприпас производства США, 34 пистолета марки Макарова, 11 карабинов, 9 охотничьих луков, 30 гранат, 119 капсул детонатора, 6 минометов, 125 снарядов СПГ, 2 подствольные пули электродетонатор, 960 граммов взрывчатых веществ, 110 патронтаж и многое другое. Следует также отметить добровольную явку определенной части лиц, находящихся в розыске. Эти действия еще раз доказывают то, что в целом реализация мер по исполнению указания лидера нации для обеспечения верховенства закона в области находит всемирную поддержку граждан. Могу подчеркнуть, что для изъятия этих опасных боеприпасов, кроме ответственных лиц правоохранительных структур, также активно принимали участие население Бадахшанской области. Согласно статье 61 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, в расследованиях преступлений, совершенных ими, будут учитываться смягчающиеся факторы. Согласно статье 61 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, в расследованиях преступлений, совершенных ими, будут учитываться смягчающие факторы. Следует особо подчеркнуть, что распространение и хранение оружия является одним из особо тяжких преступлений. Также подобные преступления могут породить и другие преступления, в частности, незаконный оборот и хранение наркотических веществ. С 2013 года до сентября месяца текущего года членами организованных преступных группировок было перевезено свыше 3 тонн наркотиков. Таким образом, в 2015 году 291 килограмм, в 2016 – 323 килограмма, в 2017 году 570 килограммов наркотических веществ. А за 9 месяцев 2018 года из города Харог, из района Фрушан и Шугнан было изъято 510 килограммов или полтонны наркотических веществ. В совокупности по всей области за 9 месяцев было изъято и предотвращено распространение 1132 килограммов наркотических веществ. Специалистами доказано, что 10 килограммов героина может погубить 40 тысяч человек, сделав их наркоманами и разрушив их семьи. Объем наркотических веществ, перевозимых членами ОПГ, составляет 1102 килограмма. Этот объем может погубить полнаселения нашей страны и сделать их наркозависимыми, то есть может разрушить 4,5 миллионов семей. Тысячи людей могут оказаться бездомными, тысячи детей по всей стране могут стать сиротами. Подобные незаконные действия и преступления несут оскорбительный характер по отношению к народу Бадахшана и ко всем гражданам республики. Следует отметить, что некоторые члены преступных группировок не хотят прекращать свои корыстные преступления. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан по Горно-Бадахшанской автономной области предотвращены противозаконные действия организованной преступной банды из Исламской Республики Афганистан и Шугнанского района Таджикистана, которые намеревались доставить большое количество оружия, боевого снаряжения и наркотиков в Шугнанский район Гбау. Преступная группировка намеревалась переправить в Таджикистан из Афганистана 4 автомата Калашникова и 25 килограммов наркотиков. Руководители и члены организованных преступных группировок оказывают отрицательное влияние на молодежь и местное население и сбивают их с пути. Именно при подстрекательстве и поддержке этих лиц молодые люди и местные жители вовлекаются в незаконные действия. Эти группировки пытаются показать себя благородными, вот все факты и цифры. Совершая подобные преступления, они забывают, что эта нация, эти земли подарили нам герои Республики Таджикистан Ширин Шоша Тимура. Они забывают о том, что здесь родились народные поэты Мирсаид Миршакар и Ширин Буньот, которые были известны во всем мире. Я приехал заранее для подготовки к приезду лидера нации. Я был шокирован. Мне казалось, что я нахожусь в Кабуле, так как машины ездили без номеров. Практически все машины были тонированы. В автомобилях постоянно слышна громкая музыка. Все точь-в-точь, как в Кабуле. Мне было очень жаль. Я очень сожалел об этом. Большинство жителей Горно-Бадахшанской автономной области славятся своей образованностью, искренностью, гостеприимством и трудолюбием. К сожалению, поведение отдельных лиц своими неблаговидными поступками, такими как незаконный оборот наркотиков и оружия, несоблюдение действующих законов республики, ложатся черным пятном на облик этого горного сказочного края.
Вследствие чего официально в области зарегистрировано 714 наркоманов. Это значит, что каждый 334 житель области является наркозависимым. В городе Хароги 326 наркозависимых, в частности в районе Шугнан 167, в Рушане 130, в Ишкашиме 50, в Рушкалинском районе 35, в Анче 23, в Мургабе 7, в Дарвазе 3 человека зарегистрированы и состоят на учете. Также особо следует подчеркнуть, что тысячи граждан отказались состоять на учете даже в условиях анонимности, хотя у нас есть оперативная информация. В течение 5 лет из-за наркотиков погибли 323 человека. Вот вам и война, вот вам и борьба, и убийство. По-вашему, это и есть защита бадахшанского народа? Когда мы организовали пост вблизи моста, за 1 час к нам потянули 150 человек с претензиями. Мол, зачем вы тут поставили пост? Я им отвечаю: мы представители государства и имеем законное право. Одного подозреваемого вызвала прокуратура для проведения допроса. Через некоторое время он обращается к прокурору, чтобы его отпустили, за якобы у местных жителей к нему симпатия. Что ты сделал местным жителям? Кому ты помог? Кого и когда ты когда-либо защищал? Заниматься незаконным оборотом наркотиков – худшее преступление, предательство национальных интересов, Родины, главная причина убийства соотечественников и порождения геноцида и унижения собственной нации. ВИЧ-СПИД является одним из основных результатов участия молодежи в незаконном употреблении наркотиков. Каждые 387 человек в регионе живут с этой чумой века. Основной причиной этого заболевания является передача ВИЧ-инфекции путем полового акта и использования наркотиков внутривенным методом. Вы считаете это защитой? Я лично общался со многими женщинами, которые плакали и говорили, что это все по воле мужа. Еще один случай, когда я пребывал в командировке, мне сообщили, что один из местных жителей хочет поговорить со мной. Я согласился и выслушал этого человека. Он рассказал мне, что члены организованной преступной группировки украли его дочь и обменяли на наркотики в Афганистане. Он даже сказал мне ее местонахождение. Вот вам и честь и достоинство. Вот вам и защита от Родины. До настоящего момента 614 человек зарегистрированы с ВИЧ-инфекцией, а за 9 месяцев текущего года зарегистрировано еще 23 факта. В общей сложности до сегодняшнего дня зарегистрировано 266 смертей от этой болезни, а за 9 месяцев текущего года 23 случая. Одним из основных и особо часто нарушаемых законов Хароги является несоблюдение и нарушение правил дорожного движения. В результате проведения целевого мероприятия было зарегистрировано более чем 3000 свидетельств нарушений правил дорожного движения. И в соответствии с законом были осуществлены арест автомобилей, а по отношению к гражданам возбуждены уголовные дела. Возле отдела ГАИ поставили пост и начали рейд по проверке документов. Останавливают машины, и сотрудник просит предъявить документы. Но водитель решает не останавливать транспортное средство. И на просьбы сотрудников ГАИ не отвечает и уходит от полиции. Полиция начинает преследование, и в результате поимки у водителя находят гранаты и холодное оружие. Все это снято на оперативную камеру. Имеются все акты и доказательства. Еще один случай, когда сотрудники ГАИ остановили машину, он припарковался чуть подальше, и когда сотрудник подходил, сзади водитель резко дал задний ход, в результате чего сотрудник ГАИ пострадал. Нам уже известно, кто этот водитель. Он сотрудник сферы здравоохранения, и над его поимкой мы работаем. Следующий случай из ряда вон выходящих. Останавливают машину и просят предъявить документы и права. А документов нет. Водитель подпихивает какие-то заверения на обычной бумаге. Даже номера разные. Передние и задние номера отличаются. Машина принадлежит другому человеку. Внутри сидят еще 3 молодых парней, а в машине обнаружена водка. Сотрудникам буквально приходится бросаться на капот машины, чтобы как-то остановить водителя. Вот вам и уважение, и отношение к правоохранительным органам. Следует отметить, что из-за преобладающих условий, связанных с борьбой против беззакония и торговли наркотическими веществами, в кратчайшие сроки в городе Хароги и окрестностях будут осуществляться свою деятельность посты. Везде поставим посты для проверок документов. Передайте, что мы везде организуем посты для проверок. Мы будем наводить порядок и дисциплину. Восстановим правительство. Везде будет закон. Так и передайте всем. И для кого все это? Для вас, для вашей же безопасности и защиты, для спокойствия, мира и стабильности. Эти посты нужны для вот этих цифр и фактов. Я прошу только одно – выполнение указаний и поручений лидера нации во имя обеспечения верховенства закона в Горно-Бадахшанской автономной области, особенно в городе Хароги. Больше ничего от вас не требуется. Эти посты будут осуществлять свои функции, пока мы не убедимся в том, что в этом районе есть руководитель или в этой области есть председатель. Все это знают, и передайте всем.
Основной целью постов является обеспечение безопасности на дорогах, поиск оружия, взрывчатых веществ, наркотиков, выполнение государственных функций в соответствии с действующими законами, обеспечивающими безопасность жителей Хорога и других районов области. Понятно, что такой порядок не по душе членам организованных преступных групп. Из-за порядка, стабильности закон несовместимы с их преступной деятельностью. Они живут из-за неверия и злобы. Они готовы и пытаются совершить любую агрессию. Из-за торговли наркотиками, оружия они заполняют свои карманы. Преступная деятельность ОПГ остро выражается в таких местах, как Бар-Хоруг, УПД, Болницен, Хлебзавод, Хичордев, Тем и Гулакен. Все доказательства, цифры и факты у нас есть. Руководители организованных преступных групп области разными способами и методами привлекают и вербуют к себе молодых людей. Используя деньги и наркотики, подчиняют или, напротив, натравливают их против государственных ведомств. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном доме мы застали человека, у которого нет абсолютно ничего. Ни жены, ни детей, ни родственников. Ему уже 35 лет, а он проживает у чужого человека, словно раб, часто упоминая, что хозяин дома для него все. Мы заявляем, что дисциплина и порядок наступят, когда вы с нами будете работать. Если нет порядка, то руководитель обязан навести порядок. С завтрашнего дня некоторые лица будут приглашаться в правоохранительные органы и давать гарантии, что они не будут вмешиваться в деятельность государственных органов и что у них не имеется ни одного вида оружия. Хочу отметить, что нас успокаивает тот факт, что люди начали приносить и сдавать оружие. Многие пытались спровоцировать местных жителей тем, что вот-вот начнется спецоперация. Прежде чем приступил к работе межведомственный штаб по обеспечению безопасности, мы официально об этом объявили. И в присутствии генерального прокурора Республики Таджикистан, руководителем межведомственного штаба безопасности области по поручению лидера нации был назначен председатель Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан. Мы не раз говорили об этом. Мы, сотрудники правоохранительных органов, военные, ни разу не открывали огонь в сторону мирных жителей. Это наша работа защищать население, а не открывать огонь на поражение. Этим утром, когда мы общались с президентом, он еще раз подчеркнул, ни в коем случае не открывать и не провоцировать на какие-либо крайние меры, то есть открывать огонь. Но хочу заверить, что все члены 6 организованных преступных группировок у нас под прицелом. Да, это хорошо, что некоторые уже сдают свое оружие. Также ранее отмечал, кто сколько сдал оружия. Но я хочу сказать, что у нас имеется полная и точная информация о количестве оружия, даже мы знаем, у кого сколько вооруженной охраны, в каких дворах, что где спрятано и многое другое. Мы даже знаем количество патронов. У нас есть информация, где спрятаны пулеметы Калашникова, как перевозят гранатометы на маршрутках, где работают их разведчики и многое другое. Некоторые из членов организованной преступной группировки, которые осознали, что все серьезно, стали активнее сдавать оружие. Но все же это количество составляет всего лишь 10-15% от имеющейся информации. Я обращаюсь к вам, чтобы вы передали всем, оружие надо сдавать полностью до последнего патрона. Им пора понять, что одним пулеметом и пистолетом они не защитятся. Они тоже наши граждане. Их дома и земли – это и наши дома. Государство ответственно за их защиту. Поэтому я призываю их к активному сотрудничеству и содействию с нами. До той поры, пока мы сдерживаем себя. В частности, хотелось бы отметить недавнее сотрудничество, которое принесло положительные результаты, чтобы освободить город Хорог. Мы гарантируем защиту прав тех, кто добровольно сдаст все имеющееся оружие и будет тесно сотрудничать с нами. Если они согласны на эти условия, то в отношении этих людей не будут предприниматься спецоперации. А если не будут прислушиваться и соблюдать верховенство закона, то исход может быть только один – ответные меры будут законными. Потому что это наша работа, наша специальность заключается в том, чтобы защищать государство. Межведомственный штаб информирует вас о том, что мы имеем полную информацию о лицах, которые собираются на так называемых сходках или собраниях в особых местах, где наблюдается большое количество скопления молодых людей. Мы уверяем вас о том, что последствия от принятия участия в таких мероприятиях фиксируются и документируются, и никто не имеет права проводить подобные мероприятия ни у себя дома и ни где-нибудь еще в другом месте. Согласно проверенным данным штаба, главари и активные члены организованных преступных групп проводят встречи и сходки в махаллях, ресторанах и по месту жительства с привлечением простодушных и введенных в заблуждение молодых людей города Хорог и окрестных районов. В большинстве случаев сходки организованных преступных групп проходят в ресторанах Шугнон, Шоми-Бадахшон, Атлант, Марко Поло, столовых Мургоп, Орзу, гостиница Тишор. Если хотите проводить какие-либо семейные мероприятия, то, пожалуйста, проводите мирно и спокойно. Но есть движение, некий толчок со стороны организованных преступных группировок, которые выступают вопреки верховенству закона. Я еще раз отмечу, что с сегодняшнего дня все подобные мероприятия будут учитываться как преступления и будут приняты меры в отношении организаторов. Поэтому я, как член комиссии правительства, прошу вас взять под контроль в свои руки. Это касается руководителей городов и районов области. Там, где будет совершено преступление, руководство будет нести ответственность. Каждый ответит за свою территорию.
Если можете работать, работайте. Обеспечьте защиту и безопасность и докажите, что руководитель здесь вы, а не они. Наряду с этим здания, в которых проводятся такие сходки организованных преступных групп, будут задокументированы согласно требованиям уголовного законодательства Республики Таджикистан и будут приняты меры о прекращении деятельности и изменении назначения использования таких зданий вплоть до их конфискации. Насчет выполнения подобных действий никто не должен сомневаться. В совершении подобных преступлений я проанализировал и обнаружил трещину в социальном единстве местного населения. Все эти преступления происходят у вас на глазах, но за последствия никто не несет ответственности. В разговоре с одним из уважаемых людей было отмечено, что на этих руководителей организованных преступных группировок города Хорога не действует авторитет ни одного ведомства. Это позор. Нужно решить этот вопрос. И это касается вас. С преступником нужно обращаться как с преступником. Я еще раз обращаюсь к руководителям городов, районов области. Тем, если кто работает с корыстной целью, они могут как можно скорее освободить свой пост. Кадров много. У нас имеется точная информация о деятельности каждого руководителя. Кто что говорит, какие разведданные передаются, кто с кем встречается и так далее. Одной из основных причин активизации преступной деятельности членов организованных преступных группировок это является сотрудничество местных чиновников с ними. Я глубоко убежден в том, что в ближайшем времени в области будет восстановлен порядок. В обоюдном сотрудничестве с местным населением мы приведем в порядок наш горный край Бадахшан. ملکی بیشت آستای ما ولایتی مختاری کوهستانی بدخشان. هموطنان عزیز شب و روز اگر ما Дорогие соотечественники, уважаемые присутствующие, месяц назад состоялась поездка основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в Горно-Бадахшанскую автономную область, что является знаком непосредственной заботы руководства государства об области и его жителях, которые являются составной частью дорогого Таджикистана и славного народа страны. В ходе поездки его превосходительство, выразив серьезную озабоченность относительно ситуации с законностью, правопорядком, преступностью в области, дал соответствующие поручения местному исполнительному органу государственной власти, правоохранительным органам и всем слоям гражданского общества. Жители области, имеющие честь и достоинство в свете выполнения поручений лидера нации, прилагая усилия, хорошо осознавая достижение периода государственной независимости, трудятся во имя их приумножения. К сожалению, в области также имеются группы, которые выражают свою неблагодарность к этим достижениям, создавая организованные преступные группировки, незаконно носят с собой оружие и другое боевое и взрывчатое снаряжение, и тем самым создают препятствия и проблемы деятельности государственных органов. Они думают, что являются абсолютными правителями области и ее жителей, но это только их иллюзии, ибо государство Таджикистан обладает силой и мощью для подавления любой преступной группировки и впредь не допустит продолжения нарушений требований закона и общественного правопорядка. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, его превосходительство, уважаемый Эмомали Рахмон 15 сентября 2018 года на встрече с активистами Горно-Бадахшанской автономной области дал ряд конкретных поручений по обеспечению верховенства закона, общественного порядка, безопасности граждан, задержанию преступников, находящихся в розыске, изъятию незаконного оружия и боеприпасов, выявлению и предотвращению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. С этой целью в области был создан межведомственный штаб по обеспечению безопасности, который в настоящее время ведет свою деятельность. В результате месячной деятельности штаба было изъято из незаконного оборота добровольно сданное оружие, в частности 131 единица огнестрельного оружия, в том числе 51 автомат марки Калашникова, 21 единица пистолетов, 2 гранатомета, 1 ручной пулемет Калашникова, 35 единиц малокалиберной винтовки ТОЗ-8, 9 единиц карабина, 11 единиц охотничьего ружья, 1 единица иностранного оружия и зенитный комплекс, также 22 наименования боевого снаряжения, таких как 16 снарядов, 40 ручных гранат, 3907 патронов разных калибров и другие виды оружия. Из указанного количества добровольно сдали оружие Айомбеков Толиб 29 единиц автоматов, 16 единиц пистолетов, 3 охотничьих ружья, 460 граммов аманала, 14 единиц магазинов и 1502 штуки патронов. Мамадасламов Йодгор 1 пулемет, 1 гранатомет, 21 автомат, 3 пистолета, 1 ручная граната. Мамад Бокиров Мамад Бокир сдал 1 автомат, 2 пистолета, 1 охотничье ружье,
Шуишринов Имомназар 1 автомат и 5 штук патронов калибра 7,62, Амонбеков Хусанбек сдал 1 автомат. Все это беспокоило его превосходительство и, безусловно, имеет под собой основу. Изъятие определенного количества оружия за 1 месяц показывает, что на руках у населения все еще имеется незаконное оружие. И пока оно не будет изъято, все до последнего бесполезно говорить об обеспечении безопасности жителей. Главари этих группировок беспрепятственно устанавливают свои неписанные законы, что еще раз доказывает их безнаказанность. Влияние подобных группировок особенно ощущается в городе Хароге, в Шугнанском и Рашкалинском районах, где они в свои ряды вовлекли молодежь. В названных городах-районах действует несколько организованных преступных группировок, вооруженных оружием и боеприпасами, которые создают угрозу среди населения. Каждая группа состоит из 20 человек. Члены организованных преступных группировок в зонах своего влияния действуют по законам преступного мира, что создает серьезную опасность для общества. За 9 месяцев текущего года из общего количества зарегистрированных преступлений 37 составляют преступления, касающиеся незаконного оборота наркотических средств. Однако эти сведения не показывают реальную ситуацию борьбы с незаконным оборотом наркотиков. За пределами республики по категории этого преступления задержаны 40 жителей области. Зарегистрировано 714 человек, страдающих наркоманией. Все это свидетельствует о недостаточной деятельности соответствующих органов. Следует отметить, что незаконный оборот наркотических средств является одним из источников финансирования организованных преступных группировок. В связи с этим требуется усиление борьбы с незаконным оборотом наркотиков в области и принятие всех мер для изъятия наркотических средств из незаконного оборота. Соблюдение и выполнение требований земельного законодательства в области, в особенности в Хароге, тревожное. В отдельных случаях исполнительным органам государственной власти во время выделения гражданам земельных участков были допущены грубые нарушения требований Земельного кодекса Республики Таджикистан и других законов. Земельные участки были незаконно выделены отдельным гражданам. Плачевное положение в области наблюдается и в плане выполнения закона о банковской деятельности. В этом плане выявлены факты, когда отдельные лица, взяв из действующих банков крупную сумму в качестве банковского кредита, не возвратили долг, несмотря на длительную просроченность. Банковский кредит бывшего руководителя аппарата области Горно-Бадахшанской автономной области Хасабекова перед банком составляет 76 200 самани, хотя просроченность долга составила более 2 лет. Он не погашал его, только после вмешательства прокурора сдал 48 983 самани. Банковские кредиты родственников Айомбекова Толиба составляют 500 000 самани. Руководителями организованных преступных группировок и их близкими получены банковские кредиты. Так, долг сына главаря организованной преступной группировки Айомбекова Толиба Абдурахмонова перед Агроинвестбанком составляет $5243 США. Долг другого его сына Абдурахмонова Г. перед Амонатбанком составляет 230 844 самани. Брат Айомбеков Р. имеет долг перед Агроинвестбанком 49 668 самани. Долг сестры Айомбековой А. перед Агроинвестбанком, Орионбанком и Тоджиксодиротбанком составляет $32 487 США, 44 999 самани, $2162 США. Племянник Айомбеков С. имеет долг перед Агроинвестбанком $3141 США. Срок погашения этих банковских кредитов просрочен от 2 до 8 лет. Согласно анализам ответственных лиц ряда банков, по фиктивным документам присвоили государственные средства, что вызывает большую озабоченность. Главный бухгалтер филиала Амонатбанк в городе Харог Хосабеков Х. по фиктивным документам присвоил 2 040 000 самани банка. Заведующий центра обслуживания Амонатбанка в Дарвазском районе Нуров Н. 120 000 самани и $1000 США. Заведующий филиалом данного банка Музафаров К. 387 000 самани. Главный бухгалтер филиала Амонатбанка в Рошкалинском районе Музафирбеков Н. 93 000 самани и $17 900 США. Заведующий филиалом Амонатбанк в Мургабском районе Качконов Т. 1 017 000 самани. Заведующий филиалом Амонатбанк в городе Харог Хуршедов А. 267 000 самани. В случае невосстановления в кратчайшие сроки упомянутых средств в отношении виновных будут возбуждены уголовные дела. Уважаемые присутствующие, хочу высказать свои суждения относительно сложившейся нынешней ситуации в городе Хароге, в Горно-Бадахшанской автономной области. В течение 16 дней нахождения на этой должности прежде всего выражаю свое уважение и огромную благодарность лидеру нации, тем лицам, которые круглые сутки трудились в штабе, матерям, сестрам и интеллигенции, работникам государственных органов. Слаженность и взаимопонимание в работе позволили нам в течение 1 месяца выполнить поручение его превосходительства. И надо сказать, что решение этих проблем требует определенного времени, и за 1 месяц, безусловно, невозможно решить все трудности.
Решение некоторых вопросов требует времени. Если мы верно будем идти по этому пути, то обязательно выполним поставленные перед нами задачи. В этом плане я хотел бы привести некоторые уточнения. Мы много говорим об организованных группировках, преступных группировках в официальных средствах массовой информации в социальных сетях. Каждый задается вопросом, кто эти люди? Почему не называют их конкретных имен? Те люди, о которых мы говорим, являются главарями организованных преступных группировок. Здесь Мунавар, там есть Толиб, вон там Бокир, здесь силен Хурсант, а там Йодгор. Давайте говорить по-мужски, о ком и о чем идет речь. Наверняка вы знаете о той встрече в зале Дворца спорта. Там собрались почти 500-600 человек. Вся молодежь, я думаю, за 27-летнюю историю впервые в открытой форме высказала свое мнение о том, что и кто совершил ошибки. Кто совершил то или иное дело или преступление. Да, такая открытость была впервые. Здесь также выступили Толиб, Зохир, Куват и другие. Все, что они хотели по отношению к государственным структурам, они высказали. Я тоже, как бывший работник организации Агахана, высказал свое мнение о них и о делах, которые они совершили. Они предложили, что если проблема заключается только в нас 5 человек, то мы сами пойдем и сдадимся. В своем выступлении отметил, что Харок не место для конфликтов. Мы сегодня видим по телевизору, что творится в Дамаске, в Алеппо, в Ираке и в других местах. В этих странах народ вышел и воевал против незаконных вооруженных групп. Сегодня 10 миллионов людей вернулись в свои опустошенные родные места. Они ищут свои дома, не могут их найти, потому что все разрушено. Ничего не осталось от тех прекрасных городов. Во время встреч с работниками фонда Агахана они со слезами на глазах рассказывают о Сирии, какой она была до войны, о Ливии, какой эта страна была до конфликтов, а также вспоминает об Ираке, Йемене, какими они были красивыми и благоустроенными до войны, какими прекрасными были эти страны и что с ними произошло теперь. Я обратился с просьбой к лидеру нации, что Харок не место для войны. Жители без того имеют множество проблем. И без этого каждый день ко мне приходят десятки людей с проблемами, что не имеют дома и что живут в гараже, в сарае, жалуются, что испытывают трудности с водой или же столкнулись с другими проблемами. Если будет война, то куда деваться населению в зимнее время? Я знаю, что с того чердака или с того окна произойдет выстрел в сторону правительственных вооруженных сил. В ответ, что будет туда направлено? От 9, 4 и 10-этажных зданий не останется следа. Тогда, что подобно Сирии, установим палатки, и 1000 человек зимой будут жить в них. Сегодня государство дало нам возможность. Давайте сдадим оружие. Живите мирной жизнью в Таджикистане, на своей родине. По моему мнению, даже Анушервони Одил, прозванный справедливым, во время своего царствования не предоставлял такой возможности. И об этом говорили на собрании, на всех встречах. Сегодня от простого народа государство просит лишь сдать оружие. Не говорят «иди собери оружие», не говорят «иди конфликтуй с ними». Просьба во время операции «не препятствуйте», не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь своих детей. Это единственная просьба, которую требует от народа. Но, к сожалению, несмотря на столько встреч, на проделанную работу, люди не в состоянии сделать этого, они не могут справиться со своими детьми. На той встрече мне сказали, что я как председатель объявил войну. Я ответил, что если бы лидер нации намеревался воевать, то меня бы не назначили на эту должность. Здесь был бы другой человек со звездой на плечах. Сегодня все политики мира, все аналитики, все политические партии удивлены тем, что как его превосходительство назначил директора фонда Агахана исполняющим обязанности председателя области. Вы знаете, какие разговоры были в прошлом. Отношение организации Агахана с правительством было таким, отношения его превосходительства с его высочеством такие. В итоге один из ключевых лиц организации Агахана является исполняющим обязанности председателя области. В чем смысл этого? Консолидация, сплочение здоровых сил против преступности, против нарушения закона. И сегодня эта высокая ответственность ложится на тех, кто находится в этом зале. Нет других разговоров и намерений. На всех встречах я без страха и открыто говорю об этом. То было другое время, сейчас другое государство. Сейчас нет государства, которое просит хлеба, муки или чего-нибудь еще. Республика стала другой. Все части Таджикистана смогли соответствовать новой политике, продвигать свою жизнь. Как говорится, сегодня волнуют вопросы сбора урожая хлопка, фруктов и мяса. Мы же говорим о том, что сколько оружия мы собрали за 5 лет, сколько наркотиков. Меня спросили об организованных группировках, кто они и какое их количество. Ладно, если Йодгор имеет 50-100 человек, Толиб 50-100 человек, Хурсан 50-100, Бокир 50-100. Другие же где? Что сегодня 300, 400, 1000 человек? 1000 человек против государства, имеющего 1 миллион солдат и офицеров. Однако говорят, что среди них находятся 1000 хороших молодых людей. Вот проблема. Сегодня, если разговор стоит о 200, 300 или 500 человек, то это можно решить за сутки. Но мы за эти 20 лет нанесли урон разуму нашей молодежи. Они выросли под влиянием улицы. У них есть родители, но они неделями не бывают дома.
Где они находятся? На дежурстве. Дежурный. Как могут заснуть родители, если их сын целую неделю не был дома? Все мысли о нем. Ничего невозможно сделать и предпринять. И в хозяйстве, и в быту все валится из рук. Родители просят, чтобы забрали сына в армию с тем, чтобы он смог избавиться от этих преступных групп. Вместе с тем отмечают, чтобы не говорили сыну об их просьбах. Родители боятся своих детей. Просят, не говорите, что это мы обратились с таким предложением. Как-нибудь сами заберите его в армию. Это не запугивание оружием. Они ничего не боятся. Я беспокоюсь за неправильную идеологию, узкое мировоззрение этой молодежи. Все это наши жители. Я сам еще в 2001 году, когда был назначен генеральным директором программы социального развития горного региона, поехал в Душанбе. Тогда моя жена и дети плакали, что уезжаем из Харога. Теперь их менталитет изменился. В нашем доме соседка из Агдийской области, другая соседка из Куляба, а это еще из другого региона. Сейчас моя дочь работает в банке, оставляет своего годовалого сына у соседки из Гисара и идет на работу. Оставляет ключи от квартиры другой соседки из Восы. После того, как меня назначили на должность председателя области, жена и дочь плакали и говорили: «Куда я уезжаю?» Они плакали и говорили: «Куда ты едешь, покидая прекрасный Душанбе, эту налаженную жизнь? Ты едешь в Харог». Во время каникул дети не могли выдержать там и неделю. Меня не поздравляют, но желают удачи и достоинства. Говорят, что прежние годы, если назначили кого-либо на должность председателя области, целую неделю пировали. Это было огромной радостью. Сегодня же я вернулся в родные места, а мои жена и дети плачут. Мои знакомые однокурсники говорят, что мы тебя не поздравляем, но желаем успехов. Сегодня это моя родина, это мое дело. В глазах жителей стали до такой степени проблематичными. Это серьезный сигнал для каждого человека, живущего здесь и имеющего честь и достоинство. Пусть он не приходит, пусть тот не придет, пусть того не назначат. Кто тогда будет здесь работать? Кто будет здесь заниматься благоустройством? Если будет искажено мышление молодежи, как они будут здесь жить? Смотрите, сейчас, если отсюда мы направимся в Душанбе, то по дороге мы обязательно встретим 50-100 иностранных туристов, которые путешествуют на велосипедах по нашим родным местам. Они едут из далекой Швейцарии, из Франции, чтобы полюбоваться нашим Таджикистаном. К примеру, американцы не только путешествуя посетили Душанбе, но и знают каждый уголок Америки. Мы же, 99% населения Бадахшана, не видели ни Хатлона, ни Согда. 98% жителей этих областей не видели Бадахшана. Когда речь идет о Хароге, родители тех студентов, которые поступают учиться в Харогский государственный университет, начинают переживать за своих детей. Они беспокоятся, как их дети будут жить и учиться в городе, где всюду криминал, воровство, наркомания. Все эти вопросы, которые сегодня стоят перед нами, они находятся в центре внимания, в кругу каждой семьи. Как быть нашим детям, которые нигде не были и ничему не научились? В жилом квартале Шош-Хорог меня спросили, откуда поступает сюда оружие и наркотики. Сказали, почему мы не охраняем границу? Но сегодня даже такая держава, как Америка, не может укрепить свою границу. У нас же речь идет о границе Таджикистана и Афганистана протяженностью 1420 километров. Это если имеешь миллион солдат и офицеров, то только так, как говорится, взявшись за руки, можно укрепить границу. Другого пути нет. Мы должны придерживаться советов и наставлений лидера нации и руководства области. Мы должны своим поведением и мудростью, как в политическом плане, так и в плане масхаба, все согласовывать во благо. Нам не нужна чуждая культура. Мы против оружия и наркотиков. Меня спросили, когда мы будем проводить эти дела. Я обращался к лидеру нации. Говорили об укреплении идеологической работы. Отметили, что в этом направлении имеются трудности. Я сообщил, что в Хароге подачу воды осуществляют всего лишь на 1 час. Глава государства тотчас же позвонил заместителю премьер-министра страны. Сказал, что жители остались без воды, чтобы как можно быстрее решили эту проблему. Все это нужно для спокойствия и стабильности. Все эти проблемы будут решены. Известно, что сегодня Бадахшан обеспечивает себя на 30%. Бадахшан может обеспечивать себя на 100%, если будут поступать инвестиции. А инвестиции будут поступать тогда, когда царит спокойствие и стабильность. Ни в одном уголке мира государство не строит заводы и фабрики. Все это осуществляет частный сектор. Однако для того, чтобы сюда приезжали туристы, инвесторы нужны. А это прежде всего благоприятные условия. Кроме того, как создать надлежащий инвестиционный климат, здесь важнее всего нужен мир, стабильность и безопасность. И когда приезжают сюда из-за пределов страны, то видят, как в Бадахшане множество прекрасных мест. Но они видят и то, что здесь имеется много проблем. За 25 лет мы уже привыкли к этой жизни, как говорят русские, законам джунглей. Все можно простить. Как-то мы беседовали с одним человеком. Он сказал мне, что не понимает наших жителей. Убили 27-летнего молодого человека, а его родители говорят, что они прощают. Если к детенышу дикого хищника приблизится другое животное, он тотчас же бросится спасать и оберегать его. Но здесь убили 27-летнего сына, а родители говорят, мы простили. Я, конечно, понимаю политические извинения, но как другого пути и выхода не было. Но когда случилось до такой степени такое горе, то здесь никакого прощения нет. Здесь даже и обижаться не нужно. Ни тебе и ни
мне. Ничто не может залечить эту рану, это пятно. Сегодня в средствах массовой информации много разговоров об оружии, что не должны были делать этого, что мы знаем, откуда поступает это оружие. Все знают об этом, знают на самом высоком уровне. Смотрели фильм, как сотрудники Государственного комитета национальной безопасности задержали тех лиц, у которых имелось оружие, которые продают его. Были времена, когда давали деньги, собирали оружие, давали отчеты о сборе оружия. В населении должно было бы конфисковано это оружие. 15 сентября его превосходительство выразило озабоченность по поводу преступности в области и дало ряд конкретных поручений по обеспечению верховенства закона, общественного порядка, безопасности граждан, задержанию преступников, находящихся в розыске, изъятию незаконного оружия и боеприпасов, выявлению и предотвращению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и выполнить эти поручения в месячный срок. Представьте, если бы он сказал месячный срок, уничтожьте все преступные группировки, ликвидируйте их. Сейчас мы здесь не стояли бы с вами. Все было бы в крови, все бы сгорело. Есть элементы, здравый смысл которых решают эти проблемы без войны и конфликтов. Говорят, давайте будем собирать оружие и создадим комиссию. Это не картофель и не хлопок. Придете и сдадите 50 килограммов. И Матшохзода сдаст 20 килограммов. Здесь есть законы. Это мы говорим в общем смысле, без имен. Возможно, через 2-3 года из этого автомата убьют человека. Потом скажут, этот автомат сдал Мирзоев. В 2015 году я видел, или что это было за оружие, уже никто в этом не разбирался, и ни у кого до этого не было дела. Правительство дало эту возможность. Ты сдай оружие, и мы не будем тебя преследовать. Сегодня в средствах массовой информации много различных толков, в особенности те, которые вдали от родины наставляют, советуют. Они не знают ни национальной гордости, ни законов. Выражаю признательность председателю Государственного комитета национальной безопасности, генеральному прокурору и тем лицам, которые присутствуют здесь. Благодаря за помощь и поддержку, которую вы оказывали в течение этого месяца органам, я уверен, что с этого часа и дня в Бадахшане наступит спокойствие. С этого дня будет обеспечено верховенство закона, и мы должны подготовиться к зиме. Что будет с дорогой, продовольствием, как создать тепло на объектах, заниматься повседневной жизнью. Государственные структуры должны заниматься конкретными делами и решением этих жизненно важных вопросов, а не заниматься сбором оружия. Я представитель религиозной общины, и то, что я сейчас скажу, касается именно этой области. Как представитель религиозной общины хочу выразить благодарность администрации, областному хукумату. Действительно, если мы посмотрим на все с религиозной точки зрения, единственная страна, где последователи религии свободно соблюдают все свои обряды и обычаи, это наш Таджикистан. Такого не увидишь ни в одной точке земли, ни в одной мусульманской стране. Как бы мы на это ни смотрели, как гражданин, как религиозный деятель, прежде всего мы должны быть благодарны за независимость, за мир и спокойствие, стабильность в нашей стране. Наш лидер говорил всем нам, что в какой бы стране вы ни находились, прославляйте свою страну, выражайте преданность, поднимите имя нашей страны, нашей нации на международной арене. Я вам могу со стопроцентной уверенностью сказать, что где бы наш лидер ни выступал, он всегда призывает нас к тому, чтобы в мире не было расточительства, не было экстремизма. К сожалению, сегодня, скажем так, мой брат или сын или сестра допускают какое-нибудь преступление, но есть лица, которые злоупотребляют доверием, злоупотребляют соблюдением религиозных обычаев. Я прошу всех силовых структур не считать их членами религиозной общины, не считать их членами религиозных структур. Сейчас мои коллеги не раз задавали один вопрос. Почему с этими преступниками так сложно бороться? Ответ прост. Всему виной индифферентность и некоторый страх людей, которые в любой другой ситуации могли бы противостоять им. Это продолжается уже 27 лет. А всему виной наше неумение уделить воспитанию детей и молодежи должное внимание. Они ведь все наши дети, и мы должны отвечать за их поступки. Вся эта преступность – результат нашего безразличия. Ведь если мы не можем призвать виновных к ответственности, они выпьют кровь нашего народа. В Бадахшане каждая мать, каждая жена, каждая девушка боится за себя. Они сказали нам, что не могут жить в таких условиях, и не раз спрашивали нас о том, почему преступники все еще на свободе. Лидер нации очень многим пожертвовал, чтобы жизнь на нашей прекрасной родине была мирной. И мы обязаны держать ответ перед всеми теми женщинами, что сейчас страдают от разгула преступности. Мы ценой жизни должны оберегать нашу страну и покой ее граждан, и для этого нам необходимо сплотиться. Я первый заместитель председателя района Ванч, уроженец Дехота Язгулум. Язгулум – это такой регион, о котором многое говорят. Я слышал такие речи, подобно, если в Хароге что-то произойдет, возможно, наш народ Язгулума поддержит их. Я вам даю гарантию, что ни один язгуломец ни в коем случае не примет участие ни в правоверных делах, тем более в Хароге. Есть еще одна вещь.
Это увлечение молодых ребят экстремистскими, террористскими и радикальными идеями. Тут важно отметить возвращение наших ребят, которые учатся за рубежом. Уважаемый председатель, к счастью, в 2018 году учащихся, которые учились за рубежом, неофициально вернул на родину. В частности, при поддержке и защите лидера нации, уважаемого президента Эмомали Рахмона, 5 человек, уроженцев Язгуляма, вернулись недавно, 28 сентября этого года, домой. Только одну вещь хочу подчеркнуть и повторить, что касается увлечения молодежи экстремистскими, террористическими и радикальными идеями. Есть одна личность по имени или фамилии Кузов, он из Язгуляма. Если бы он был хорошим человеком, такую фамилию и имя не носил бы. Так вот, за рубежом, из Варшавы, через средства массовой информации, он объявил, что национальные вооруженные силы давлеют над народом Язгуляма, что якобы на сегодня население Язгуляма от 20 тысяч человек сократилось почти до 11 тысяч человек, и что якобы никто не обращает внимания на беды и проблемы этого региона. Я приведу простой пример. Я от имени народа Язгуляма, на имя президента страны и лидера нации Эмомали Рахмона, которого народ нашего региона очень любит и уважает, приношу искреннюю признательность и благодарность. Еще хочу подчеркнуть, большая часть молодых людей, которые увлеклись экстремистскими, террористическими, радикальными идеями, это дело рук того самого Кузова. Этот Кузов не может внутри страны ничего сказать и только из-за рубежа пытается сбить с толку и с правильного пути нашу молодежь. Я уверен, что рано или поздно этот Кузов предстанет перед законом и ответит за свои гнусные дела.